разных странах в период НТР очень мощного воздействия на мозги человека открытыми паровозами, радио, железными дорогами и всем прочим идет изменение сознания. И в это время в разных странах гуманитарии пытаются найти некие корни. Появляется Толкинен с «Властелинами колец», с Сильмариллионом, который до сих пор будоражит. Но в это же время создается Калеви Паек, эпос всех эстонцев. В это же время создается Калевала. Разница 10 лет – это не разница для истории. И в это же время создается Биармия, которая занимает замечательное место в этом же объединении эпосов народов. Где ты, пурпур песен, изумруд сказаний древних, где станов великой жизни, где челнок великой ткани, нитей жизни приумолкшей в временах давно минувших. Эпическая поэма «Биармия» была написана в 1916 году Калистратом Фалалеевичем Жаковым. Этнограф, философ, ученый. Его имя было широко известно в литературных и научных кругах дореволюционной России и напрочь вычеркнуто из истории и культуры советской страны вплоть до конца 80-х годов. Сегодня в честь Жакова названа одна из улиц микрорайона Давпан города Сыктывкара. Его имя носит и школа неподалеку от этой улицы. Так кто же такой Жаков и как связаны места Давпана с ним? Если задать такой вопрос вообще, кто он, этот Жаков, про него можно сказать по-разному. Вот при его жизни все говорили, что это вот друг, товарищ, учитель, на которого можно опереться в любое время. Он путеводная звезда своих студентов, своих учеников, талант. Человек, который очень хотел, чтобы имя Калистрата Жакова вернулось на родину, это была внучка Калистрата Фалалеевича Жакова, Любовь Вадимовна Жакова. В 1973 году она передала фотопортрет Калистрата Жакова в музей. Я очень хорошо помню, как, когда рассказывали о развитии литературы в начале 20 века, представили этот снимок Калистрата Жакова, один из партийных работников нам сказал с укором, как это мы посмели показать этого буржуазного националиста и белоэмигранта. В России есть интересный писатель – зырянин, любопытнейшая фигура. Так о Жакове написал Максим Горький в письме Леониду Андрееву после знакомства с творчеством зырянского писателя. Коми Ломоносов – зырянский Фауст. Так называли Жакова его современники. Калистрат Жаков прожил удивительную жизнь, яркую и трудную. О ней он написал в автобиографическом романе «Сквозь строй жизни». В 1886 году, 18 сентября, в деревне Давпан села Вильчусть, в 3 верстах от города Усть-Сысольска, ночью жена резчика Фалалея Устинья родила ему 11-го ребенка, который оказался последним. Этим ребенком был я. Его назвали Калистратом вопреки желанию родителей. Мать просила, чтобы назвали его Иваном там, или Василием, а священник, местный поп Илья, сказал, я назову его или Экзокостудианом, или Феофилактом, или Касьяном, но я хочу назвать его Калистратом. Вот, чем мудрее святое имя, тем мудрее будет человек. Калистрат Жаков оправдал свое мудрое имя. Уже в 4 года он умел считать. Отец и старший брат учили его азбуке и чтению. Отец Калистрата, Фалалей, был грамотным крестьянином и славился как художник, резчик по дереву. Много ездил по селам, где расписывал церкви. Брал с собой и младшего сына. Однако Калистрата не интересовали ремесла. Он тянулся к знаниям. Двуклассную школу Вульгарта Калистрат Жаков закончил за 1 зиму, а затем поступил учиться в Усть-Сысольское уездное училище. Здание бывшего училища сохранилось до наших дней. Сейчас здесь находится литературный музей Куратова. Мы имеем прижизненную книгу Калистрата Фалалеевича Жакова «Сквозь строй жизни». В этой книге он с большим восхищением говорит о том, что именно в этом здании он учился после окончания начальной школы в Вильгарте.
Они пешком с деревни Давпан добирались до города и пришли в уездное училище. И попали как в рай. Окна большие-большие, в классах светлым-светло. Он был восхищен этим зданием и тем, что он попал на учебу именно в это училище. 13 годам это училище закончил, и именно там у него появились способности к наукам. Его интересовали такие вопросы, которые даже другой ребенок бы наверняка и даже не додумался. Случай был такой, что когда он с отцом был на заработках в селе, на чердаке одного дома он нашел русскую азбуку, где написано, что расстояние от Земли до Солнца 100 миллионов верст. Вот этот факт очень сильно мальчика удивил. Он говорит, как это так? Вроде бы так близко кажется, вот на дерево залезет, тронь рукой. Кто это вычислил? Каким-то образом вычислил? И я, пока сам это не вычислил, я не верю этому факту. В 1881 году, в 15 лет, Калистрат вместе с другом отправляется в Тотьму, в учительскую семинарию. И через 3 года заканчивает ее блестяще. Из воспоминаний его товарища по семинарии Шошина. Жаков был среднего роста, сложен хорошо. Выразительные карие глаза придавали живость и привлекательность этому некрасивому и угрюмому на первый взгляд лицу. Вообще Жаков был довольно общителен и подчас очень остроумен. Из преподаваемых предметов любил больше всех математику. Отличался в кулачных боях с мещанинами, занимался гимнастикой, тяжелой атлетикой, был искусный пловец. Какое редкое и счастливое сочетание физической силы и гениального духа. В Тотьме у него мировоззрение очень сильно изменились. Если Фалалей Иванович воспитывал своих детей в глубокой религиозности, в православии, а там он познакомился с учением Дарвина, что человек произошел от обезьяны. И когда он уже окончил, успешно окончил с похвальными листами, был назначен учителем в Уснеме. Однако учителем ему стать было не суждено. Жакова признали неблагонадежным, как атеиста. И он поехал в Вятскую губернию чернорабочим на заводы. Но и там он долго не задержался. Поработав год, понял, что его тянет к наукам. Жаков возвращается на родину и устраивается волосным писарем в Карткирос. Затем поступает в реальное училище в Вологду, а позже в лесной институт Петербурга с мыслями вернуться на родину полезным для общества лесничим. Однако городская жизнь и знакомство с учением Канта вызывают в нем отчуждение к естественным наукам. Он подает прошение в Синод и отправляется в Заозерскую пустынь, где его назначают учителем при монастыре. После 5 месяцев пребывания там Жакова попросили покинуть монастырь за антирелигиозные беседы среди монахов. Он возвращается в Вологду, где попадает под надзор полиции, как свидетель по одному политическому делу. Жаков должен был 6 лет без выезда прожить в Вологде. За это время он учит математику и астрономию, много читает и изучает языки. В 1895 году он выдерживает все экзамены Вологодской классической гимназии и получает аттестат зрелости. Здесь же Жаков знакомится с первой своей супругой, Анной Шепелевой. Из этого надзора он вышел очень легко и просто, через некоторое время. У губернатора сын никак не мог закончить училище. У него все время были двойки по математике. И за очень короткое время Жаков этого сына подготовил к экзаменам. Тот удачно все сдал и решили надзор него снять. Тогда уже Жакову было 30 лет. И только в 30 лет ему разрешили поступить в университет. Сначала в Киевский, 3 года он там проучился. О киевском периоде жизни Жакова мало что известно. Здесь он знакомится с карело-финским эпосом «Калевала», читает зарубежных классиков. За сочинение о Пушкине получает стипендию имени Кирилла и Мефодия и сам начинает писать. После 3-го курса Киевского университета Жаков переходит на словесное отделение Петербургского университета с намерением посвятить жизнь любимому Северу в качестве собирателя старинных сказаний. В университете Жаков начинает научную деятельность, ездит на сборы этнографического материала среди комизырян. После окончания университета его оставляют на кафедре русского языка преподавателем.
В течение 10 лет после окончания университета он работал и в высших учебных заведениях, и в средних, и даже в гимназиях. Он работал как преподаватель. Преподавал и логику, и эстетику, и ораторское искусство, и математику, и астрономию, очень-очень многие науки. То есть у него образование было достаточно высокое по тем временам. Даже сравнивать его совершенно не с кем, наверное, потому что он очень много искал в разных направлениях, и он не просто по верхам это все изучал, а очень глубинно. После смерти первой супруги Анны Шепелевой на черняевских курсах, где Жаков преподавал русский язык и логику, он знакомится с Глафирой Николаевской, которая стала ему женой. Жакову было трудно еще в каком плане? На него всегда смотрели косо, как на инородца, который вроде бы не имеет права сказать умнее и лучше, чем те, которые общепризнанные. И в литературе, и в философии, и в педагогике. А Жаков как раз из тех людей, у которых всегда есть свое мнение. Даже жена Жакова, Глафира Никоноровна, она была учительницей русского языка на черняевских курсах. Ей даже пришлось заступиться за своего мужа. Написала письмо Горькому, что он не поклонялся никогда сильным мира сего. Он знал свое дело, он работал честно, он писал открыто. Даже фраза у Жакова, что величие характера состоит не в том, чтобы быть победителем, а в том, чтобы не быть побежденным. То все-таки на него всегда смотрели, как на библейского Иова. Отличался Жаков и манерой оригинально одеваться. Свой костюм он придумал сам. Длинный сюртук с накидкой, белая рубашка, брюки, шляпа и обязательно галстук-бабочка. Но он всегда ходил в сапогах. Он рассказывал, что я сын лесов, и для меня удобнее всяких башмаков и штиблетов именно сапоги. Был он невысок ростом, нетороплив в движениях, всегда преисполнен доброжелательности к аудитории. У него были темно-русые волосы, которые спускались почти до плеч, и всегда бледное лицо, которое освещали небольшие, глубоко посаженные, очень умные, с хитринкой глаза. В 1908 году известный психиатр, академик Владимир Бехтерев пригласил Жакова в основанный им психоневрологический институт на должность приват-доцента логики. Через 3 года Жаков получил звание профессора. Уникальный для России новый институт стал популярным среди студентов. Сюда принимали слушателей обоего пола. Несмотря на национальную принадлежность, вероисповедание и политические взгляды. С первых дней работы в институте Жаков пользовался уважением и любовью студентов. Организовал историко-философские кружки, где знакомил слушателей со своими взглядами. Кстати, Александр Грин, всем известный писатель, входил в этот кружок тоже. Кстати, Жаков ему, по-моему, выправлял паспорт даже и спасал его от голодной смерти. Мало кто об этом знает. И в творчестве Александра Грина вот идеи лимитизма, они тоже воплотились. Идея неведомого у него всегда есть. Тут жаковская идея познания, она всегда вот у него там на первом месте. Особенно трепетно Жаков относился к выходцам из северной глубинки. Среди его студентов был и будущий основоположник теории социальной стратификации, социолог и культуролог Петерим Сорокин. Жаков сыграл немаловажную роль в жизни будущего ученого. Именно он помог устроиться Сорокину на черняевские курсы, а впоследствии поступить в психоневрологический институт. Судьба зырянского народа волновала Жакова на протяжении всей жизни. Он ходатайствовал об издании газеты на коми-языке, добивался открытия в Усть-Сысольске технического училища. Зыряне – способный народ, живущий в стране, где одного земледелия недостаточно. Зырянский край нуждается в науке и технике. Лесная промышленность – главная в нашем крае. Необходимо зырянам техническое образование. Богатство почв, обработка их требует людей, знающих технику и науку о природе. Он хотел, чтобы народ был образованным. Он хотел, чтобы были открыты тут школы, технические учебные заведения. Калистрат Жаков постоянно волновался, беспокоился о студентах-земляках.
Они постоянно собирались у него на квартире. Ему было интересно, как живут люди с севера, поэтому он ездил по Архангельской губернии, выезжал в разные уезды и не только собирал материалы о фольклоре. Он очень часто выступал со своими просветительскими лекциями в народе. Начиная со студенческих лет Жаков много путешествовал. Каждое лето он ездил в научные экспедиции на север. Собирал фольклорный материал у коми-пермяков, удмуртов, мордвы. Жаков не просто собирал старинные предания и занимался бытописанием. Он постоянно искал ответы на философские вопросы о смысле жизни. На основе собранного материала он писал свои произведения. В совершенстве, владея родным коми-языком, писал он только на русском. В 1905 году вышел сборник его рассказов «На север в поисках Пама Бурморта». Для того, чтобы читали его, для того, чтобы узнали, конечно, он вынужден писать был по-русски. Это во-первых. Во-вторых, смог ли он тогда издать на каком языке в те годы? Он даже просто не смог бы издать. И в-третьих, конечно, я думаю, что цель была в том, чтобы рассказать миру о своем немногочисленном народе. «На север за Памом Бурмортом» – это первое произведение, которое было на расхват у его студентов и его почитателей. Но как писатель, чтобы вот сказать о нем, надо просто прочитать каждому человеку. Это не очерки, это единая книга. Сюжет: приезжает фольклорист и ездит из деревни в деревню. Он называл себя этнологом, кстати. Один из первых в России, между прочим. Одновременно он повторяет путь, который проходил когда-то в детстве с отцом, лещиком иконостасом. И он как бы собирает, с одной стороны, сказки. Но есть еще и другая какая-то мысль. То, что он ищет знания о прошлом, знания о Паме Бурморте, который был сыном Пама Сотника, легендарного противника Стефана Пермского. На реке Щугар он встречает некоего старца, который оказывается последним из учеников Пама Бурморта. И он рассказывает ему историю этого Пама Бурморта. Пам Бурморт искал Бога, а нашел его в себе. И нашел себя таким образом. И вот он принес это знание об абсолютном Боге на языческую свою землю. И вот эти язычники, ученики Пама Бурморта, это и есть прообраз Бога человечества. Он в своих воззрениях о всеединстве предвосходил и Соловьева Владимира, и отца Павла Флоренского, и отца Сергия Булгакова. Немного раньше их писал о том, о чем они будут писать немного позднее. В своей автобиографии Калистрат Жаков говорит, что писал всю жизнь сказки. У него вышла не одна книга с рассказами и сказками многотысячными тиражами. Также он руководил кружком всемирной сказки в Петербурге и Пскове. Изучение народного эпоса, по мнению писателя, имеет огромное культурное значение, развивает эстетический вкус у молодежи и любовь к быту народа. В его малой прозе нашли отражение фольклорные образы и характеры. Он пытался и показать, изобразить, воссоздать фольклор своего народа как одну из форм культуры. И в фольклоре, на его взгляд, тоже воплотились именно мудрость народа, его культура. И все это воссоздано в его малой прозе. И поэтому его фольклорист тоже очень своеобычный. Профессор Микушев, известный наш фольклорист, пишет, что с одной стороны это и фольклор родного народа, а с другой стороны фольклор совершенно какой-то имеющий мировые корни. Он каким-то образом совмещал в своем творчестве и национальное, родное, то, что он впитал с детства, с традициями мировой культуры. Знание о древнем постоянно репрезентируется во всем творчестве Жакова. Он позиционирует себя как знатока язычества, поэтому он пишет разные мифы. Это вот царь Корт, этногенетический такой миф, откуда произошли коми на коми-земле. Появляются такие герои с языческими именами, там Зарниныл, Майбур. А потом завершается творение языческой мифологии уже поэмой «Биармия», литературным эпосом, где вот мифологические герои и мифологическая вера вот эта вот, и поиски древнего знания были бы объединены в одну книгу, так, в один эпос. И это был бы эпос о древнем знании именно. Мать моя дорогая, расскажи мне все, откуда столь чудесно зародилось. Месяц ясный в дальнем небе, солнце красное на своде, мать, земля и все деревья. Знать хотел бы я сначала всех вещей происхождения. Как живут все боги наши, боги ближние на пальмах и в лесах прозрачно-цветлых, на горах седовершинных.
Жаков не только занимался изучением этнографического материала и писал сказки. Он был одним из первых популяризаторов комикультуры. Исследователь творчества Ивана Куратова, финский ученый Юрий Вихман, побывавший с экспедицией в Коми-крае в 1901 году, перед поездкой искал встречи именно Жаковым, как со знатоком культуры коми-народа и творчества основоположника коми-литературы. Калистрат Жаков в 1909-1911 году приезжал в экспедиции, научные экспедиции. И тогда же, в 1911 году, он встречался с хранителем рукописного наследия Ивана Алексеевича Куратова, это первого коми-поэта, Степаном Афанасьевичем Куратовым. И Калистрат Жаков, конечно же, познакомился с тетрадями Ивана Куратова. Получается так, что еще до революции, благодаря Жакову и Петериму Сорокину, в печати было сказано о Куратове. Внес свой вклад Жаков и в литературоведение, анализировал творчество русских и зарубежных писателей, написал рецензии к произведениям Чехова, философское толкование романа Достоевского «Братья Карамазовы» и предисловие книги Леонида Андреева «Рассказы о семи повешенных». В 1907 году в издательстве Жакова вышла книга Кнута Гамсуна «Врат царства» с большим предисловием, кстати, Жакова. Это была первая книга Кнута Гамсуна, которая вышла в России. То есть Жаков познакомил русского читателя с Кнутом Гамсуном. Жаков писал литературоведческие статьи, мало кто знает об этом. Жизнь Жакова бьет ключом. Преподавательская работа, кружки, бесконечные поездки по стране с лекциями по философии, литературе, эстетике и религии. В 1912 году он совершил многомесячную поездку по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока. Побывал в Китае и Японии. О своих путешествиях он написал в автобиографическом романе «Сквозь строй жизни». Когда издали произведение Жакова «Сквозь строй жизни», девушка Алида Приеда, латышка, прочитала эту книгу и прямо загорелась желанием познакомиться с автором. Но отец не разрешил, конечно же, девушке поехать одной в Санкт-Петербург, а она одолжила у служанки денег на дорогу и тайком от своего отца, от брата, приехала в далекий Санкт-Петербург, устроилась на учебу на эти общеобразовательные курсы Черняева. Там работал и Жаков в свое время, там работала жена Глафира Никаноровна, преподавателем русского языка. И Алида Каролина Приеда тоже поступила. Но деньги кончились, жить как-то надо, и Глафира Никаноровна просто ее пожалела и пригласила к себе домой домашней учительницей сыну Вадиму. За угол и за стол. Эта встреча изменила жизнь не только самого Жакова, но и его семьи и самой Алиды Каролины Приеды. Вскоре Жаков вместе с юной латышкой покинет страну, и, как окажется, обратный вход на родину ему будет закрыт. День к закату мой склонился, и прошли солнцевороты. Лун ущербы наступают, и к концу идет вся сказка. Конь устал мой и споткнулся. Водопады приутихли. Не 2 века ведь живу я. Тошно, грустно комиморту. Жалко домбры песнопевцу. Но потомкам передать я должен домбру из рук в руки.